Срок отключения аналогового вещания в республике перенесен. Башкортостан вошел в число 21 региона, где переход на цифровое телевидение произойдет осенью 14 октября, а не 3 июня, как планировалось ранее. Одной из причин является дачный сезон. Еще не все граждане успели установить приставки и спутниковые тарелки на своих участках. Монтажник Павел Лобанов в селе Юрматы уже не первый раз. Несколько улиц находятся вне зоны действия цифрового вещания. По государственной программе поддержки здесь установили уже 14 тарелок. Осталось всего 3. Все, наша задача выполнить грамотный профессиональный монтаж, прокладку кабеля, установить ресивер, настроить, подключить, объяснить абонентам, как пользоваться, подписать документы, и в принципе все, на этом наша задача как бы выполнена. Напомним, что по поручению Радия Хабирова 2 категории граждан могут рассчитывать на помощь государства. Это пенсионеры с федеральной социальной доплатой к пенсии, а также малоимущие семьи с детьми, получающие ежемесячное пособие на ребенка. Тем, кто находится в зоне действия приема цифрового сигнала, выплачивается компенсация на покупку приставки в размере 1000 рублей. Для тех, кто оказался вне зоны действия вещания, спутниковые тарелки устанавливаются бесплатно. Под эту программу попала и семья Мустафиных. Я очень рад, чтобы нам подключили цифровое телевидение. До этого у нас такого не было. Смотрели всего 2 канала. А сейчас вот 286 каналов. Спасибо, что нам поставили спутниковый телевизор. Вот будем сейчас смотреть. Многодетной семье Ялчиных тоже недавно установили бесплатную спутниковую тарелку. Супруги признаются, что остались довольны. Теперь с детьми можно смотреть сериалы и мультфильмы в высоком качестве. Преимущество в том, что бесплатно и четкость телевидения, и каналы много, каналов много. Для деревенского человека это узнавать информацию, новости, детям мультфильмы все больше и больше. Уже больше 5000 человек по всему Башкортостану воспользовались своим правом на льготы и получили помощь от государства. В агентстве по печати и средствам массовой информации сообщают, что осталось обработать около 1000 заявок. Перенос срока отключения аналогового вещания рассматривается специалистами лишь как возможность сделать свою работу еще лучше. В первую очередь, конечно, для нас возможность лучше подготовиться. Безусловно, нам задачу никто не отменял, как глава республики и ставил задачу к 3 июня всех нуждающихся обеспечить спутниковым приемным оборудованием. Мы этой задаче стремимся и двигаемся. Самое большое число неподключенных к новому вещанию поселений осталось в Белорецком, Бурзянском и Караидельском районах. Активная работа ведется сейчас именно там. Александра Воронова, Азат Петров, Иван Демидов. Новости. Федоровский район.